Здравствуйте, уважаемые гости нашего канала! Сегодня в нашей выставке мы расскажем вам о национальном празднике Исех, который прошел в далеком 1945 году и был посвящен победе над гитлеровской Германией. В тяжелые военные годы главный якутский национальный праздник Исех не проводился. Однако после побед Красной Армии под Москвой, Сталинградом и на Курской дуге произошел коренной перелом в войне. Успехи на фронте вызвали в тылу небывалый патриотический подъем и воодушевление. В связи с этим уже в 1944 году руководством Якутии было принято решение о проведении первого за годы войны национального праздника Исех. В Национальном архиве Республики Саха-Якутия находится большой массив архивных документов, благодаря которым мы можем узнать об этих исторических событиях. К вашему вниманию мы представляем некоторые из этих документов. Для начала давайте рассмотрим фотографии, сделанные на празднике Исех в Качекадском наследии Орджоникидзевского района в 1944 году. Они передают атмосферу этого радостного события, а также показывают некоторые исторические особенности тех лет. Например, мы можем видеть на этой арке сплетение традиционной якутской национальной идеологической символики. Портреты вождей, красная звезда, советские и военно-патриотические лозунги соседствуют с изображениями конской головы, коновязи и чарана. Время праздника состоялся показ лошадей. Видно, как народ обступил привязанных к коновязям лошадей со всех сторон и с интересом осматривает, обсуждая то ли лошадей, то ли какие-то свои насущные темы. А вот эта группа детей отвлеклась на фотографа. Оно и понятно, фотографов в те годы видели далеко не каждый день. Лошади облачены в традиционные якутские снаряжения. Здесь хорошо виден украшенный красивым якутским орнаментом чепрак. Один из важнейших обрядов, проводимых во время Исеха, обряд кумысопития. На этой фотографии члены местного руководства и гости, среди которых есть и военные, участвуют именно в этом обряде. У гостей кумыс налит большие деревянные кубки, чароны. А на этой фотографии запечатлена выставка традиционной кожаной и берестяной утвари. Во время обряда кумысопития напиток разливают именно из этого большого кожаного сосуда, называемого на якутском языке серегит. В отчетах партийных органов отмечалось, что проведение традиционного народного праздника Исех стало важным мероприятием, сыгравшим большую роль в политическом и производственном подъеме масс. Исехи прошли в 21 районе республики. В общей сложности были проведены 230 колхозных и межколхозных исехов, в которых приняло участие более 100 тысяч человек. 9 мая 1945 года пришла долгожданная победа. Это известие народ встретил всеобщим ликованием. Руководство Якутии решило организовать по всей республике исех, на которых должны были чествовать воинов-фронтовиков и тружеников тыла, ковавших великую победу. При проведении исехов предписывалась недопустимость излишнего забоя крупного рогатого скота и лошадей, а расход молочных продуктов предписывалось разрешать в тех колхозах, которые выполняют государственные поставки в установленные законом сроки. В ней впервые было рекомендовано провести во время исеха обряды алгыс и крапление кумысом, ранее порицавшиеся как религиозные пережитки. Были отпечатаны мини-листовки с праздничными девизами, в том числе и с призывом поднять первый чаран с кумысом за здравие Сталина. Из докладной записки заведующего отделом пропаганды и агитации Сунтарского райкома партии об итогах проведения национального праздника Исех мы узнаем, что в Сунтарском районе из 65 колхозов района в организации исехов приняли участие 59. Было заготовлено более 30 тонн кумыса от 428 кобылиц. Отмечается, что в этом году каждый участник исеха получил возможность пить кумыс из отдельной посуды, и всего было собрано 6142 штуки кумысной посуды. В спортивных состязаниях приняли участие 442 человека, из них 117 женщин. В конских бегах приняли участие 65 отборных скакунов. Такие же докладные записки были представлены и из других районов республики.
Например, из докладной записки секретарю Якутского обкома партии Коровину от секретаря Устьянского райкома Дарамаева об итогах проведения национального праздника ЭСЭХ в 1945 году мы можем узнать, что одной из особенностей в этом районе было то, что ЭСЭХ проводился здесь впервые. Основным видом животноводства здесь являлось оленеводство, а крупный рогатый скот и лошади имелись только в 2 колхозах. Однако руководство района сумело организовать проведение праздника в соответствии с рекомендациями обкома, и ЭСЭХ прошел на высоком уровне. В отчете Вилюйской комиссии по проведению ЭСЭХов на якутском языке написано о подготовке места, об участии 686 человек, а также о концертах, играх и соревнованиях, прошедших во время праздника. Читая текст документа, можно представить, как выглядело это торжественное мероприятие. Местность была украшена березовыми ветвями, было установлено 9 коновязей сярьгэ, к которым были привязаны 8 кобыл. А к главной коновязи был привязан облаченный в традиционное снаряжение конь. На входе была установлена арка, а в центре местности был установлен портрет Сталина. На церемонии открытия Алгасчет, которому помогало 9 юношей и 9 девушек, провел Алгас – обряд посвящения. Следующий документ представляет собой список участников спортивных состязаний на ЭСЭХе в Верхневилюйском районе. Здесь мы можем видеть, что даже в такой дисциплине, как вольная борьба, активно участвовали женщины. Национальные праздники ЭСЭХ были хорошо организованы и оставили самые лучшие впечатления у народа. Они стали символом надежды на то, что трудности и лишения военной поры подходят к концу, и впереди ждет строительство новой жизни. Спасибо за внимание.